Это программа «Интервью», и мы сегодня поговорим о том, как в Башкортостане внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. И у нас в гостях председатель регионального союза производителей и переработчиков мяса Виктор Фрейдин. Виктор Борисович, здравствуйте. Добрый день. Виктор Борисович, расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас внедряется, соответственно, в агропромышленный комплекс Башкортостана инструменты искусственного интеллекта, какие уже есть первые такие, так скажем, выводы, и расскажите об этом. Значит, есть искусственный интеллект, который внедряется в полеводстве, это контроль полей, это система искусственного обработки полей, точное движение тракторов и комбайнов, беспилотные системы. Но я предлагаю поговорить о внедрении в животноводстве, и там достаточно интересно работа ведется. На нескольких крупнейших хозяйствах республики ведутся тестирования, пилотные внедрения, и они в основном связаны с тем, что мы работаем над внедрением в области молочного животноводства. То есть это, как я полагаю, операторы и сотрудники хозяйств, они контролируют процесс производства молока, как проходит, соответственно, допустим, коровы или крупный рогатый скот через доильные комплексы, да? Да, но давайте я, чтобы было понятно, поясню. Представьте себе, что у вас несколько тысяч животных. Следить за ними просто, даже если посадить несколько человек, невозможно. Вот у вас лично есть какое-то животное? Допустим, у меня есть кошка, но, к сожалению, не... И вы, когда вы приходите, вы знаете, что она вас встречает, выходит, хвостиком протрется об ногу, то есть вы знаете ее поведение. Да, конечно. Вот представьте себе, что вы пришли домой, и вдруг она ведет себя по-другому. И сразу же у меня вывод, что-то тут не так. Да, сразу вы не ветеринар, но вывод сделаете. То же самое система контроля поведения животного. Система искусственного интеллекта распознает корову, даже распознает по окраске шкуры, как по QR-коду, что это конкретно за животное. Она знает, что это животное номер такой-то. И она фиксирует, что она вот столько времени была на поилке, столько времени ела, столько времени лежала. И если изменилось резко поведение, система делает вывод об изменении поведения. Она пока не говорит о том, что случилось, но она дает информацию в перспективе, в полном объеме будет давать информацию о том, что поведение изменилось. А ветеринар сделает вывод, из-за чего и какая причина. Это первая система. Вторая система, это очень важно, это хромота. Это несколько тысяч животных, и вот мы с вами, допустим, у меня нет идеального музыкального слуха, и я могу увидеть, что там какой-нибудь ансамбль, он фальшивит, когда уже достаточно сильная фальшь. Ну да, услышать. Допустим. Да, а есть специалисты, у которых музыкальный слух, и они, допустим, достаточно одну ноту сыграть неправильно, они скажут: о, не так сыграли. Но таких людей не 100%. Поэтому, когда за животными приходит смотреть один человек, который говорит хромая, не хромая, это так же, как человек с музыкальным слухом. Кто-то видит самое начало, а кто-то видит, когда уже явно заметно. Вот если я буду смотреть или вы, это уже лечить поздно называется. Уже играем неправильно, совсем плохо. Поэтому мы должны создать системы, которые зафиксируют самые ранние изменения, которые компьютер видит, а человек еще не заметит. И дать информацию раньше, чем заметит человек. То есть, получается, система выявляет подозрение, допустим, на состояние здоровья, допустим, животного, и сигнализирует об этом человеку и говорит, что-то не так, скорее всего, в нем. Она дает прямо конкретно: животное такой-то номер, имеет шаг передней ноги в правой отличается от шага левой. И говорит, на сколько миллисекунд или на сколько сантиметров разница. Она вычислила эту информацию. И если это сегодня повторилось и завтра повторилось, или тем более стало чуть хуже, система даст информацию: номер животного, что изменилось, почему, какая нога. И это животное уже проще отсечь, обработать и выявить и полечить проблему раньше, чем она стала проблемой. То есть не допустить того, чтобы заболело животное. Да, она фиксирует ранние стадии. То есть это превентивные системы, которые неинвазивно, бесконтактно выявляют. То же самое работа доярки на разных постах, тысячи животных, тысячи повторяемых действий, и это приводит к тому, что человек просто может сам устать и не заметить, и совершить ошибки. Вот наш опыт внедрения первичный показал,
что если, допустим, было изначально 150 ошибок за смену, то уже сейчас количество ошибок сокращается до 20-15. Почему? Мы никого не ругали. Мы просто показали людям, где они ошибались. Они сами сознательные. Они сами, им самим интересно. Они себя приходят. О, вот это я работал. Ох, да, я вот такую ошибку совершил. И она исчезает, эта ошибка. А какие, например, ошибки были? Ну, просто человек иногда отвлекался. Там и круглосуточно, ночью ты работаешь, тебя кто-то позвал, ты отвернулся на секунду, животные перед тобой едут на карусели. 2 слова сказал, а животное проехало, а человек не заметил и следующее обрабатывает, а это может пропустить. Это не то, что он специально хотел ошибиться, он просто... Но когда он видит, что он такую ошибку совершил, в следующий раз он уже не отвлекается, он уже его спрашивает, он говорит, подожди, мол, у меня тут и работает. То есть цель предупредить, помочь сотруднику. Люди нормально относятся к внедрению систем, если их не ругать, а наоборот их стимулировать. Добрым словом даже иногда достаточно. Вот вы говорили то, что находит, соответственно, нарушение, а вот сказывается ли на том, что, допустим, на одну или другую корову экономим, допустим, корм, то есть если... Вот смотрите, есть система, которая влияет напрямую, там, допустим, сократили потери корма. Такие системы тоже есть, контролируют корм. Когда животное кушает, корм она отталкивает, он становится ей недоступным, она достать не может, и его надо вовремя подтолкнуть обратно. Иначе он просто высохнет, его надо будет выбросить. Такие системы дают быстрый эффект, но их легче всего внедрять. А корова стоит несколько сотен тысяч рублей. Если ее проморгать, ее надо будет выбраковать, и деньги потеряются. Это тоже огромные деньги. По отчетам, которые сегодня идут в мировой прессе, ну, и в России, и так далее, но 20-30% стада может иметь хромоту в какой-то форме. Просто то, что мы видим, это уже как совсем плохо играющие ансамбли, которые все видят. А наша задача заметить, когда первые ноты стали фальшивить. А вот расскажите, кто работает над внедрением искусственного интеллекта в Башкортостане? Я, как полагаю, это же не, помимо вот представителей бизнес-сообщества и экспертов, это же еще и ученые, соответственно. Ну да, сегодня симбиоз такой имеется, что есть компании, которые несут коммерческие структуры, это и заказчики, и, соответственно, заинтересованные коммерческие структуры, которые разработчики, но научные руководители, студенты из аграрного, из авиационного, из башкирского НОЦа в какой-то форме, из Академии наук, научный руководитель у нас связан с этой работой. Поэтому мы все вместе обсуждаем технические моменты. И поверьте, люди очень интересуются этим вопросом. Ну и, соответственно, тоже изучаем зарубежный опыт, как ни крути. Мы сегодня вот провели анализ статей, включая по 10 июля, которые опубликованы там в серьезных на английском и китайском языке, но с переводом китайский, а английский там все у нас владеют. Понимаем, что пишут. И вот самое интересное, то, что мы сегодня делаем, и то, что публикуется в этих статьях, я бы сказал, что в чем-то мы у них учимся, но есть вещи, которые мы пошли дальше, чем они пишут. То есть, как я полагаю, система, она пока помогает выявлять, то есть видит, но она, как я полагаю, еще же сама обучается, то есть, или как, или все-таки вот человек... Смотрите, система видеонаблюдения распознает животное, распознает какую-то часть головы, копыта, движения. Это первая часть искусственного интеллекта, назовем видеоаналитика. А на втором этапе системы машинного обучения говорят, что если движения вот такие, мы относим к такому параметру, и мы обучаем систему с помощью машинного обучения. И в дальнейшем камера будет смотреть за животным и сразу не просто там подсчитывать движения, а делать выводы. То есть мы сегодня находимся на этапе, который движет именно к искусственному интеллекту. Это наша цель – заменить условного человека-наблюдателя, который бы следил глазами, и сделать так, что это будет не хуже, чем он, а лучше, чем он. Потому что система сможет работать 24/7, 365 дней в году, она не устает, она не выходит никуда покурить или попить, она просто работает круглосуточно.
И она способна увидеть то, что человек уже практически не способен увидеть. Ну и, соответственно, сотрудники уже предприятий, их будут компании переобучать и пользоваться этим оборудованием. Люди, вы знаете, люди очень интересуются сами. Как только появляется какая-то система, мы там вешаем такие экраны, на которых вот эти результаты видны, там крутятся эти ролики. Им интересно самим. Они сами приходят посмотреть. Они, о, это я, вот меня сняли, вот моя ошибка. Вот. И их, если их не ругать, то они с интересом относятся. Если плохо вести с людьми, то никакие камеры не помогут. Поверьте, они исчезнут. На крупный рогатый скот это на корову работает уже система, получается, на поросят, вот кого эти системы, они все равно индивидуальные. Для коровников, ну скажем так, для молочных комплексов они будут свои, для свинокомплексов свои. Но суть такая, государство должно сказать, мы заинтересованы во внедрении. Внедрите, получите стимулы поддержки. Есть две меры поддержки. Когда поддерживаются разработчики, это одна история. А я говорю, когда поддерживаются те, кто внедряют. Надо создать систему всасывания, чтобы создать такую систему, когда сами бизнесмены скажут, смотрите, государство настолько заинтересовано, чтобы мы внедрили, что нам дают льготу. А это работа... Вот почему в магазинах желтые ценники, скидки? Но не потому, что у вас лично не хватит там 20 рублей доплатить, а потому что мы, люди, так устроены, что появление какой-либо скидки позволяет нам обратить на это внимание. И это работает и в бизнесе. Надо сдать систему всасывания, дать механизм стимула, и тогда бизнесмены начнут применять эти системы. Которые, соответственно, вот благодаря этому пилотному проекту и целым этим проектам по внедрению искусственного интеллекта, это и увеличится и производительность труда, соответственно, да. И прибыль вырастет. Да. А вот тут уже государство должно поставить критерии. Это должно принести такие-то прибыли, это должно повышать производительность труда, это должно быть выполнено, ну, допустим, республиканскими компаниями. Это право правительства, государства создать критерии. А вот бизнесмены, увидев, что эти критерии созданы, захотят получить эту льготу. Даже если ему надо потратить будет денег, он потратит, потому что ему потом дадут льготу. Так устроен бизнес. Не надо с этим бороться, надо это использовать. Благодарю, Виктор Борисович. Я надеюсь, что все-таки внедрение искусственного интеллекта в сельское хозяйство будет дальше еще, и, ну и, соответственно, другие сферы активнее внедряться, потому что это уже, можно сказать, даже не будущее, а это уже наше сегодня. Спасибо большое. А это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.